Согласно повестке дня, по второму вопросу слово дается Кантемиру Меру. Уважаемые участники конференции, уважаемые гости, мой доклад называется «Выполнение программы реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Непременные условия развития и процветания Крыма». Наша конференция итоговая, и мы хотим подвести определенные итоги нашей деятельности, которая должна рассматриваться в контексте процессов государственного переустройства Крыма, перешедшего под юрисдикцию Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года. Федеральный конституционный закон, принятый Федеральным законодательным собранием 20 и 21 марта 2014 года, заложил правовую основу и нормы функционирования новых государственных субъектов Российской Федерации. С момента подписания этого закона на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь автоматически стали действовать все федеральные законы, которые в отсутствии местных законодательных актов являются законами прямого действия, особенно в своих основных положениях. Для крымско-татарского народа это означало, что с 21 марта 2014 года на него в целом стал распространяться закон Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов, подписанный 26 апреля 1991 года. Данный закон одномоментно констатировал снятие с народа всех огульных обвинений и признание незаконными и преступными всех существовавших до этого репрессивных актов. Согласно положениям этого закона, дальнейшая реабилитация народа должна была обеспечиваться конкретной программой действий со стороны государства, которая была направлена на восстановление коллективных прав народа и ликвидацию его объективного отставания в социальной, экономической, культурно-образовательной и духовной сферах, вызванного последствиями репрессивной политики прежнего государственного режима. В этом для крымских татар и репрессированных представителей других народов заключается то огромное преимущество правового обеспечения и защиты, которое реально существует и действует в правовом поле Российской Федерации, в отличие от бесконечного ожидания и бесполезных попыток правовых решений на Украине. Указ президента Российской Федерации номер 268 от 21 апреля 2014 года определил алгоритм действия и дал прямое задание республиканской власти Крыма разработать комплекс мер, направленных на последовательное осуществление полномасштабной реабилитации. Этот комплекс мер должен предусматривать наличие федеральной и республиканской целевой программы реабилитации репрессированных народов, разработка, согласование и утверждение которых должны быть обеспечены законодательной и исполнительной властью Республики Крым. Серьезная значимость этих государственных документов должна быть отражена в их содержании, где с полным обоснованием должны быть расписаны все мероприятия разноплановой реабилитации от правовых вопросов до топонимики с указанием выделяемых на это средств, сроков их реализации и ответственных за надлежащее исполнение. Таким нам видится государственный подход к решению этого наболевшего вопроса, осуществление которого крымско-татарский народ ожидает уже в течение 70 лет, пытаясь ценой неимоверных усилий и потерь самостоятельно преодолеть трагический провал в своем развитии. Отсутствие такой программы может вызвать сомнения, которые перерастают в неверие, а неверие перерастает в отчуждение. Это совершенно недопустимо для Крыма, которому президентом поставлена задача по быстрейшему преодолению последствий репрессивной политики. Это совершенно неприемлемо для современной демократической федеральной России и особенно в современных условиях ее противостояния стратегии западного превосходства. Нам, конечно, понятны
сложности переходного периода, который объективно затянулся. Мы также замечаем, что определенные шаги в направлении осуществления реабилитационных мер выполняются. Однако, на наш взгляд, эти действия слишком замедлены, эпизодичны и носят несистемный характер. Мы не первый раз обращаем на это внимание руководства республики. И сегодня тоже предлагаем обратить пристальное внимание к проблеме реабилитации, которая затрагивает интересы сотен тысяч жителей Крыма. Мы предлагаем рассмотреть и принять действенные оперативные меры по решению следующих, на наш взгляд, первоочередных задач. Первое. Необходимо осуществить комплекс мероприятий законодательного уровня, обеспечивающих имплементацию, то есть практическую реализацию в Крыму указа президента Российской Федерации номер 268 от 21 апреля 2014 года и закона Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов от 26 апреля 1991 года. Это, по сути, и будет означать разработку и утверждение конкретных целевых программ реабилитации федерального и республиканского уровня, о которых выше уже было сказано. Второе. Необходимо ликвидировать представительский дисбаланс крымских татар. Смешно сказать, крымско-татарский народ, который по сути является государствообразующей нацией в Крыму, никак не представлен на федеральном уровне, а на республиканском уровне его представительство унизительно мало. Поэтому нам и не удается на сегодняшний день достойно защитить свои национальные интересы. Общественный совет крымско-татарского народа считает, что активное привлечение к работе в республиканских и муниципальных органах власти специалистов из числа крымских татар ликвидирует скрытую дискриминацию, позволит повысить объективность принимаемых решений и результативность их практической реализации. Мы также считаем, что крымские татары должны быть представлены в республиканских организациях ведущих политических партий страны, в Общероссийском народном фронте за Россию, в Общественной палате Республики Крым и общественных советах при министерствах и ведомствах Республики Крым. У народа для этого есть необходимый квалифицированный кадровый ресурс. Третье. Как можно скорее необходимо снять социальную напряженность в серьезно затянувшейся проблеме выделения земельных участков для жилищного строительства и их оперативного оформления в соответствующих инстанциях. Народ сам готов инвестировать в строительство своего жилья, снимая с государства огромную ответственность за это. Надо активно помочь ему в этом. Государство же в рамках тех же самых целевых программ реабилитации должно обеспечить создание и функционирование необходимой инфраструктуры. Сюда входят дороги, газоводы, электроснабжение, детские сады, школы, магазины, ФАПы, больницы, родильные дома, клубы, дома быта, малые предприятия. Для получения ожидаемого результата необходимо обеспечить единство интересов народа и государства, подкрепленное политической волей избранной народом власти. Только в этих условиях возможно активное приобщение крымско-татарского народа к процессам перестройки и нового государственного строительства в Крыму. Сейчас слово для выступления.